23 января в районном дворце культуры состоялся ежегодный слет выпускников школ района. Основная цель данного мероприятия – помочь будущим выпускникам окончательно определиться с будущей профессией и снабдить их всей необходимой информацией для поступления в выбранное учебное заведение. Как обычно, школьников в фойе Дворца культуры встретила выставка, на которой была организована презентация 8 высших и 7 среднеспециальных учебных заведений республики. Выпускникам были вручены брошюрки с необходимой справочной информацией. Здравствуйте, девочки! Вы взяли брошюрки? Не стесняемся, подходим, берем после 9-11 класса. Экзамен у нас нет. Общежитие предоставляется. Пожалуйста, приходите. Скоро района у нас не хватает. Будем очень рады, если вы будете учиться. Открывая слет выпускников, начальник отдела по информационно-аналитической и кадровой работе администрации района Рамиль Нуртдинов отметил важность правильного выбора будущей профессии, наградил дипломами победителей муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников. Представители учебных заведений ознакомили будущих абитуриентов с правилами приема, условиями обучения, специальностями и направлениями подготовки, рассказали о студенческой жизни, презентовали видеоролики. Университет был основан в 1948 году, и за время своей деятельности университет подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов, успешно работающих как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Абитуриенты, которые поступают в нефтяной университет по результатам олимпиады, а также имеющие высокие результаты ЕГЭ, получают дополнительные стипендии до 30 тысяч рублей в первый год обучения. Мы сегодня видели, как вручают грамоты ребятам, которые стали победителями муниципальных этапов всероссийских олимпиад. За индивидуальное достижение, как и в любом вузе, имеются у нас дополнительные баллы. Это 7 и 10 баллов, в зависимости от того, является победителем или же призером олимпиады, и в зависимости от какого уровня. То есть это все учитывается. Для получения более подробной информации мы вас приглашаем на День открытых дверей, который у нас состоится 1 февраля в 12:00 по адресу Первомайская, 14, ДК Орджоникидзе. На 9 факультетах ведется подготовка по 38 направлениям подготовки бакалавра, 10 специалитету, 10 специальностям и 36 направлениям подготовки магистратуры. Государство уделяет большое внимание подготовке именно научно-технических инженерных кадров, поэтому в этом году выделено около 2000 бюджетных мест на поступление. Что касается предметов, уважаемые участники, это математика, профильный уровень, обязательно русский язык, и в зависимости от направлений принимает либо по физике, либо информатика, либо общество знания. Стоит отметить, что в этом году мы наконец-то опять-таки получили бюджетные места на экономические направления, это с обществом. Также хочу отметить, как и в других вузах, у нас также поощряются высокими стипендиями участники всероссийских олимпиад, уровневых олимпиад. Те ребята, которые сегодня получили, прошли муниципальный этап, я им желаю, конечно же, выиграть и региональный этап, и дальше всероссийские. Это вам позволит без вступительных испытаний поступить во многие вузы. Декан факультета природопользования и строительства Башкирского государственного аграрного университета Радик Мустафин сам родом из села Исаметово. Он тоже поспешил пригласить юных земляков в свой родной вуз. Для поступления в Башкирский государственный аграрный университет и также и другие вузы, так скажем, нашим школьникам необходимо успешно сдать единые государственные экзамены. Результаты единых государственных экзаменов влияют на результат успешности поступления в высшее учебное заведение. Башкирский аграрный университет всегда двери открыты для наших школьников. Они могут там поступить на все направления подготовки, которые на сегодняшний день имеются. А дни открытых дверей у вас проводятся? Дни открытых дверей проводятся каждую субботу. Остаются считанные месяцы до сдачи государственных экзаменов в школах, и поэтому учащиеся выпускных классов живут сейчас с одной целью – хорошо подготовиться и достойно сдать все экзамены, а потом уже стать студентами и получить востребованную профессию. В этом году мы усердно готовимся к сдаче единых государственных экзаменов.
В дальнейшем я вижу себя в сфере медицины. Меня очень интересуют предметы, такие как химия, биология, математика. И я надеюсь, что моя будущая профессия будет радовать не только меня, но и остальных людей. Сдаю математику, русский язык и географию. Хочу связать свою жизнь с географией. И в дальнейшем думаю, что география мне поможет в поступлении в учебные заведения. После 9 класса, наверное, я уйду в УТЭК. И выберешь там какое направление? Что тебе будет? Геофизическое, наверное. На слете выпускникам рассказывали не только об учебных заведениях, но и поднимали вопросы необходимости серьезного подхода к выбору профессии, о том, какие специальности востребованы в настоящее время. Сегодня и в ближайшее время в нашем районе нехватку кадров ощущает в основном сельское хозяйство, строительство и здравоохранение. Но учащимся мы советуем учитывать, насколько востребована профессия в нашем районе, вот это все учитывать. Хотелось бы довести до учащихся и до родителей, что в сети интернет очень много сайтов, где можно пройти тесты, в том числе на сайте Центра занятости bashzan.ru в разделе «Онлайн» консультации психолога. Большинство старшеклассников ориентировано на поступление в высшие учебные заведения. Это очень радует. Но на рынке труда сегодня в основном востребованы профессии квалифицированных рабочих. Какой бы путь ни выбрали наши будущие выпускники, остается надеяться, что они станут настоящими профессионалами, способными своим трудом внести достойный вклад в развитие своего района и республики. Важно лишь помнить о том, что для тех, кто не боится трудиться, засучив рукава, всегда найдется достойное место и для работы, и для жизни. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».